Зирашим асхтили хопшцам, аусура яцнацу тапсутили хопшра, пресс-центр. Хоч 5 минут курзиш яшу эфира чхаку папсутили хопшра, каналаджа. Бзил шабит хашас фуц коллега, цу табу пам тапшаны, хяшу хин выходзас хастудиях. И в сырдыр стахуп ехетби пресс-конференция джа фюзара квартак газзон, агу халал ратаважла рат хейлак гараз пасадби анагдзарат директор камагу пепха. Абцайча рейдгла аллахула гета ардзенпха. Яробас ехепи амтазе ари ахейлак напхгаразызуа директор чоц кадр харгун. Взял шабет. И табу вам тапшана шахимяхадзес. Кама, наверное, мы начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, каким был 2018 год для благотворительной общественной организации «Кяраз»? Чем он отличился от предыдущих и какие самые важные события вы могли бы выделить? Добрый день. Ну, наверное, я начну свою часть выступления все-таки с небольшого экскурса. «Кяраз» вначале существовал как команда инициативных людей, как команда волонтеров, которые хотели помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В 2015 году мы переросли в благотворительную организацию для того, чтобы иметь больше возможностей, ресурсов общества и государства для оказания помощи людям, которые нуждаются в поддержке. В первую очередь мы помогаем малоимущим многодетным семьям, малоимущим семьям ветеранов нашей войны, которые зачастую также многодетные, семьям, которые воспитывают больных детей или же детей-инвалидов. За неполных 4 года работы нашей организации поступило более 700 заявлений. Из 700 заявлений 300 семей получают от нас поддержку. Хочется отметить, что эта поддержка может быть и разовой, а кто-то состоит у нас на попечении уже все 4 года. Основные направления нашей деятельности все-таки стоит отметить. Это материальная помощь, медицинское сопровождение, улучшение санитарных, бытовых условий, улучшение жилищных условий, трудоустройство, досуг и образование детей. Ну а если говорить о том, как прошел 2018 год, я вкратце расскажу вам о мероприятиях, которые мы провели в общем. Конечно, в первую очередь отмечу совместную акцию с компанией «Аквафон» ко Всемирному женскому дню. Это акция 8 марта, цель которой уделить внимание многодетным матерям. Также мы ежегодно проводим мероприятия ко Дню защиты детей. В этом году мы провели 5-дневный лагерь, также при помощи компании «Аквафон». В августе мы провели огромный, большой лагерь, очень масштабный для нас, вместе с Абхаз-Универсал-торгом и при поддержке Министерства образования и науки Республики Абхазия. В сентябре, конечно, мы проводим традиционно акцию «Счастливое 1 сентября», цель которой обеспечить детей из многодетных малоимущих семей канцелярскими принадлежностями. В этом году канцелярский набор принадлежностей получили более 600 детей. Здесь, конечно, мы в основном рассчитываем на поддержку наших граждан, которые нам приносят канцтовары в офис, жертвуют канцтовары в ящики для сбора пожертвований. Ну и, конечно, мы ежегодно проводим акцию ко Дню Победы, акция «Мой герой», цель которой уделить небольшое внимание ветеранам нашей войны. В этом году мы охватили 17 ветеранов, которым были вручены сертификаты на сумму 20 000 рублей. Впервые была проведена в этом году эстафета «100 рублей для счастья». Дети, подопечные «Кяраза» участвовали в субботнике торгово-промышленной палаты, были проведены мастер-классы в ресторане «Акалат». Наши дети, благодаря поддержке Лали Сичинава, участвовали в конкурсе «Мини-мисс Абхазия» и заняли призовые места. Да. Вот. Ну и в принципе можно также отметить этот год тем, что мы запустили общественную кампанию «Итабу Паяйразы», которая стала для нас очень масштабной, очень серьезной. И, конечно, мы довольны тем, какие мероприятия были проведены в рамках этой общественной кампании и, конечно, довольны результатами этой общественной кампании. Спасибо большое за ответ. Коллеги, есть вопросы? Да. Да, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте. Кама, вы сказали, что более 700 заявок получили и 300 семей вы обеспечиваете. 300 семей, это, допустим, какие районы? Есть такие районы? Галт, Кварчал, допустим. В основном, конечно, мы охватываем Ачимчирский район, поскольку с самого начала нашей деятельности мы провели мониторинг Ачимчирского района. Мы посетили каждое село и каждую семью, которая к нам обратилась. Мы знали их потребности, проблемы, как они живут, у нас фотографии, анкеты, все это есть. В дальнейшем было немножко затруднено продолжение мониторинга, поскольку мы не были технически оснащены. Но мониторинг проводился точечно. Мы смогли охватить полностью несколько сел Гудаутского района. Мы промониторили частично Гулрыбский район, Сухумский, Творчало у нас есть несколько семей. То есть вот эти все семьи, в принципе, они в основном разбросаны по всем районам, получается. Но мы возобновим наш мониторинг обязательно в этом году. Об этом, конечно, подробнее расскажет новый руководитель организации. Кстати, о новом руководителе. Как прошла смена руководства и с чем это, в принципе, связано? Если позволите, добрый день еще раз. Смена руководства общественной организации «Керас» произошла планово. Мы рассматривали кандидатуры, но, конечно, бесспорно и очевидно для нас было, что продолжить работу, начатую Камой Гопи, на посту исполнительного директора должен человек, который знаком с работой фонда. Кандидатура Кадыра Валерьевича Аргун была для нас бесспорной, потому что Кадыр стоял у истоков организации с 2015 года. Первые мониторинги в Ачимчирском районе, первые шаги на становлении работы нашей организации, все они проходили совместно с Кадыром Аргун. И далее, находясь на других постах, Кадыр оставался в зоне действия нашей организации, оставаясь соучредителем, в числе соучредителей фонда. То есть мы считали, что избрание Кадыра на пост исполнительного директора позволит, так сказать, бесшовно перейти от одного руководителя к другому. Хочу поблагодарить от лица соучредителей общественной организации «Керас» Каму Гопи за проделанную работу. Именно благодаря Каманому отношению, ее личному вкладу, наша организация прошла непростые этапы, 4 года становления, заработано серьезное имя, собрана команда единомышленников. И сейчас организация «Керас» переходит в руки нового руководителя в очень хорошей рабочей форме и будет продолжена работа. Спасибо большое. Кадыр, хаталы шерefse риус чотцем, убас шаку гидарбан напхкую залаг гиму пихат бзнейша. Планкос еще мой яра при ахилак яра. Хаталы угозыр пшишукс районыцка агу халалара тайчкара ими пыргоз аусура таачараж цхара араяхцаз имаджзам хаталы угозыр бабзерах чараганах маталай пуршара фатулай пуршара аусква ими пгаз дарадзе имаджзам хатала итабуп идудзан ирасҳарстахуп аԥсуа аидгылара, аихаҵгылара абри аусаҿ иаҳбаз ҳусаҿ даараӡа ирацәоуп. Уи адагьы Ҭырқәтәылантәи, Урыстәылантәи ҳуааԥсыра, ҳаԥсуаа иахьынхо даараӡа ацхыраара арҭоит агәы ҳалаларатә аиҿкаара Керас. Аха еиуеиԥшым ҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны ҳәарада иуҳәозар адунеи зегьы акризис уахьахәаԥшуа ари ҳбизнесменцәа иҳацхраауаз ауааԥсыра дара рҟынӡа инеит. Иахьа ацхыраара иахьрылшоз
даара хәыҷык иԥсыҽуп. Уи раԥхьатәи проблемас иахьа хәыҷык иҳауаз ҳаҩныҵҟатәи усура. Уи адагьы приоритетқәа хәыҷык иҳаԥсахырц ҳҭахуп. Хаҭала иуҳәозар, приоритет аԥсахра ԥшьышықәса рыҩныҵҟа иҭаҳҵааит. Ԥшьышықәса рыҩныҵҟа уаанӡа ишысҳәаз еиԥш ацхыраара ираҳҭоз маҭәала, фатәыла, иахьа уи адагьы ауаҩы деиҿкааны ихы дахәартә еиԥш аусурала деиқәыршәатәуп. Уи ҳара ҳакәым уи зхәыцыз, уи аҳәынҭқарра дуқәа ирхәыцхьеит иахьа. Ус иуҳәозар, Урыстәыла иахьа ииасуеит асоциалтә контракт ҳәа иоуп. Еиуеиԥшым ацхыраара ақыҭанхамҩа ганахьала, уи адагьы иҽеиҿикаартә еиԥш иахьынӡаилшо убри аҳәынҭқарреи ҭаацәеи иаҵаруеит аконтракт аԥарала ацхыраара ирҭоит. Ҳара иахьа аԥарала ацхыраара хәыҷык ҳуадаҩуп убри апроектқәа ҳгәы иҭоу, аха планла иҳадаҳҵарц ҳҭахуп убри азҵаараҿы иаҳа инарҭбаан аҭҵаара. Избанзар иахьа аҭаацәа рҿы хаҭала рҽеиҿкаан уалафахәыла еиқәшәаны иҟалартә еиԥш, урысшәала иҳәозар самостоятельность, чтобы была в этих семьях, ҳара ҳгәы иҭоуп убри аганахь ацхыраара. Еиуеиԥшым аҭаацәарақәа усурҭа ҭыԥла ианиқәшәыршәо анаҩсан ахылаԥшра шәгәы иҭоума? Аскьа проект ҳҩит адунеи зегьтәи организациа ҳәа абра Аԥсны ирхиалахәу убарҭ рахь проектқәа ҳҩит ақыҭанхамҩа ганахь акәытқәа рааӡара. Ҳара иалаҳхит быжьҩык аҭаацәара, дареи ҳареи аимадара ҳамоуп аҭаацәа. Абри апроект ҳазыԥшӡам, абри апроект ҳаиааиуеит ҳәаны. Аха ҳара убыс ҳгәы иҭоуп абри аҭаацәа ацхыраарахь раҳҭо аиқәшаҳаҭра ҳҵоит. Чтобы была какая-то мера ответственности со стороны этих данных семей. Уи адагьы абри асоциалтә цхыраара проект ҳасабла ҳгәы иҭаҳкыз раԥхьатәи азҵаара уи аусурҭала аиқәшәара. Насгьы иоуп аҭаацәара еиуеиԥшым аҵараиурҭақәа иалымгақәаз. Ҳара ҳгәы иҭоуп ақыҭа цыԥхьаӡа иаарту акурсқәа ирлас мызкы ҩымыз рыҩныҵҟа еиуеиԥшым занааҭқәа шьҭыркаарц, уи аргылара аганахь. Нас уи адагьы иахьа ишыжәдыру еиԥш ақыҭанхамҩа атехнологиа ԥхьаҟа ицоит. Иахьа ҳҭаацәа ирдыруазарц ҳҭахуп иахьатәи атехнологиақәа иоуа Европа, Урыстәыла. Убри ҳазҭҵаар дареи ҳареи иаҳа иҳзымариахоит абарҭ апроектқәа рҿы усура. Хыхь ишазгәашәҭаз еиԥш иҟоуп еиуеиԥшым ахеилақәа, шәара хаҭала ишәыдгыло, ишәыцхраауа убасгьы иахьынӡаздыруа Ҭырқәтәылатәи ҳџьынџьуаа акыр ацхыраара ҟарҵоит. Абарҭ аимадарақәа шәыбжьашәҵо, насгьы шықәсык аҩныҵҟа ирацәоума ус еиԥш иҟоу ацхыраара ишәырҭо ҳџьынџьуаа рганахьала? Насгьы ҳҳәар ҳалшома аҭыԥантәи ауааԥсыра раасҭа ҳџьынџьуаа иаҳа активла ацхыраара ҟарҵоит ҳәа? Ус сызҳәаӡом, избанзар ауааԥсыра Аԥсны иқәынхо хаҭала капанрагь иагьиашаӡам. Абри азҵаарақәа иқәҳаргыло иахьа аӡбашьа ҳара ҳакәӡам изыӡбо. Ажәлар рыбзоуралоуп иахьа абарҭ азҵаарақәа иахьа ҳаӡбо. Избанзар ҳара ҳхатә ԥара, ҳхатә бюджет ҳамаӡам. Абизнесменцәа рыбзоуралоума, ауааԥсыра иадырҵо ацхыраара
абриеха агу халалар айчкара кераз аусрубиха ауапсыра бзурала нас уядаги яхадуни социал дакаква хаму япход хаджинжва урсбула инхо тыртула инхо яхзырует хабашец храри хатала заараква икхаргуло матала пуршала фатула айпшу пуршала таатра ожаска дара и масштабла и ухозар иду акция апсоба за конгресс имя прыгаз матала пуршала и чуцза матала пуршала таатра айма дара ква имя пахгарс хата хуб нейс абри проект почуцква рынцка избанзар яха дунеч технологию хозра кытан хамят зарач яхай чуцкуб бурт информация хасабулум ярахата техника гана хума бус хагуй топ и хацхарс. Того придутся. Кама, я хотела бы вернуться к проектам, которые были реализованы в течение прошлого года. Особенно хочется, конечно, отметить крупномасштабную акцию, вашу общественную кампанию, которая называлась «Итабу Паяйрас». Вот расскажите, пожалуйста, вот поделитесь итогами этой кампании и сколько семей по результатам данной кампании было обеспечено вами? Ну, общественная кампания «Итабу Паяйрас» у нас проходила всего лишь 7 месяцев, стоит отметить. Мы изначально не ставили перед собой цели собрать какую-то определенную сумму. Мы решили сделать так. Вот наберется определенная сумма, и мы ее разделим как бы поровну среди тех подходящих семей ветеранов, которые у нас есть в базе данных. Мы собрали 1 200 000 с копейками. 1 000 000 рублей был разделен поровну на 10 семей. На данном этапе 6 семей уже получили эту помощь, то есть на 100 000 рублей каждая семья, отмечу, мы на руки сумму не выдавали, мы приобретали все, что необходимо семье. Кто-то выбрал для себя мебель, кто-то поставил окна, кто-то смог и то, и другое в эту сумму уложиться. 2 семьям мы уже строим ванные комнаты, одна практически завершена, вторая на этапе строительства. Были приобретены стройматериалы, в основном это, конечно, блоки для семьи в селе Лашкиндар, которые своими силами занимаются строительством дома. Вот на данный момент 6 семей мы обеспечиваем финансово, материально, всем, чем можем. Остальные 4 семьи ждут своей очереди, как говорится, поскольку параллельно всем заниматься невозможно. Вот. Но мы, конечно, рады, что у нас получилось объединить все наше общество и рассказать людям о том, как, к сожалению, плохо на сегодняшний день живут наши ветераны. На самом деле очень стыдно об этом говорить, но реальность на сегодняшний день такова. Поэтому, конечно, хочется поблагодарить всех, кто нас поддержал. Сегодняшняя наша пресс-конференция не несет за собой цель отчитаться или же поблагодарить конкретно кого-то. Для этого нужно очень много времени, и у нас будет отчетная конференция. Мы как раз готовимся к ней, да. И вот все суммы, цифры подробные, сколько семей, что было приобретено, конечно, обо всем об этом люди узнают именно на нашей презентации отчетной конференции. Хочу продолжить Каману мысль о том, что на самом деле нам удалось поднять вот именно гражданскую инициативу. То есть, да, фонд работает при содействии спонсоров. Мы, пользуясь случаем, благодарим компанию «Винные воды», компанию «Аквафонд». Благодаря именно этим организациям КИАРАС существует и функционирует на протяжении 5 лет. Но вместе с тем мы очень благодарны простым людям. Вот тем, кто стоит рядом с нами
в той же акции Асерхамтас. То есть масштабы ее нарастают год от года. В этом году беспрецедентно много было собрано подарков для детей, распределено. Все это очень непростой труд, и мы очень благодарны всем небольшим бизнес, да, структурам, которые стоят рядом с нами, которые разделяют наши идеи, которые откликаются. То есть это может быть даже небольшая помощь, но без вот этого сегмента помощи та или иная акция могут вообще просто не состояться. Надо сказать, что 2019 год для нас будет переломным, потому что на самом деле происходит смена приоритетов и смена акцентов в работе общества Керас. К сожалению, вынуждены констатировать, что объемы спонсорской помощи немного сокращены, поэтому для того, чтобы продолжать работу и для того, чтобы вот те новые цели и задачи, вот о чем говорил Кадыр, да, для того, чтобы достичь эти цели, мы сегодня ищем новых партнеров. Пользуясь случаем, мы хотим обратиться к бизнес-сообществу, к нашей диаспоре в ближнем зарубежье, обратить внимание на те проблемы, те вопросы, которыми занимается наша организация, и оказать нам содействие. Вот. Мы открыты для любых предложений, и новый руководитель организации будет готов общаться по всем направлениям. Так уж сложилось, что благотворительные организации, фонды, они всегда ассоциируются с какими-то коррупционными схемами, к большому сожалению. Вот скажите, пожалуйста, вы часто сталкиваетесь с этой ситуацией, когда недоверие, можно, если можно так выразиться, со стороны тех же организаций, к которым вы обращаетесь, со стороны граждан и так далее? Это имеет место быть? Нет, ну, конечно, это имеет место быть. И мы не раз слышали о том, что мы все себе берем и что мы не доводим помощь до людей. Но мы все эти стереотипы и мнения полностью перечеркиваем, поскольку мы призываем людей, которые хотят там что-то пожертвовать, пойти и понести самим, просто вместе с нами. То есть вот существует вот эта вот нить между благополучателем и благотворителем. Мы как бы посередине. Мы эту нить не обрываем, и поэтому, когда люди с нами сами вот идут, покупают продукты там или одежду, что-то, да, они сами, когда отдают этим семьям, тогда они, да, вы молодцы, мы ошибались. То есть у нас получается переубедить людей, которые в первую очередь к нам приносят какую-то помощь, в том, что все на самом деле прозрачно, адресно, правильно. Конечно, наверное, бывают какие-то ошибки, но ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. Мы пытаемся учиться, мы пытаемся исправлять какие-то мелкие наши ошибки. Но, слава богу, 4 года, я говорю, если бы мы делали что-то не так, наверное, нас давно бы уже закрыли. Мы 4 года работаем, и я думаю, что это уже показатель. Коллеги, есть вопросы? Всем здравствуйте. Так как я работаю на ТВ все 4 года, приходилось мне принимать участие в ваших организациях. Я сама была свидетелем, видела, ездила в многодетную семью в селе Киндги и детей на руках тоже держала. Но у меня вопрос другой. Бывают же, когда вы периодически, кто у вас на учете, вы там им ежемесячно что-то возите или там в полгода раз. А не бывает так, когда эти же семьи скажут: ай, нам и так раз все равно поможет, даже дети. А дети же, они маленькие, они по-другому мыслят. Нам и так они помогут, а зачем нам работать? Вот таких ситуаций не возникает. Это в какой-то степени, да, я не говорю, не имею ничего против, это очень хорошо, это благое дело. Но с другой стороны, как-то она может подпортить тоже те семьи, которые не до конца понимают всего того, что вы им делаете. Вот такое бывает же тоже. Хороший вопрос. Поэтому мы в этом году приоритеты свои меняем. То есть в течение года мы тоже для себя какой-то анализ провели, изучили. Эти семьи, даже 300 семей, мы все эти семьи знаем. То есть знаем, на что они способны, могут ли они заниматься хозяйством домашним. Да? Есть, правда,
инвалиды, где нужна там на самом деле помощь. То есть отец инвалид, мать инвалид, бывает отец одиночка, мать одиночка. То есть ты человека, как бы ты ему условия не создал, он не сможет работать. А есть, где просто нужна первая помощь, поддержка, и он Руки, уже, ноги да, целые. сам будет создавать уют для семьи, то есть самостоятельность. Вы правы. Поэтому мы в этом году для себя поставили такую задачу, что мы должны трудоустраивать наши семьи. Спасибо большое. И на этой ноте мы завершим нашу пресс-конференцию. Я вам желаю удачи в вашем сложном деле. Я уверена, что обязательно все планы, намеченные на этот год, реализуются. И ровно через год мы уже с еще лучшими вестями встретимся в этой студии. Спасибо всем большое. Табуп Аскалегацу, табуп Яхтацыге. Акареп сахтеле хопшса, бряла их опять пресс-конференция хыркшоп, и табу пиха хопшозыге, я его хайпшара канза. Абзерас.